люди. Я в этом больше подумал. Вот это конец горькой истории. Это должно было чем-то кончиться. Какая темная ночь. Звонили из Махачкалы. Начальство. Вы должны дать письменное обязательство, что вы аннексируете противозаконных действий по отношению обвиняемого родственника Салманова Османа. Весь салмановский род еще с вечера исчез из аула. Я места не жажду, потому что не верю, что не стала моей дочери. Я сокрывался в Махачкалу. Подружки такие милые окружили меня. Потом они повели меня в больницу. А там она. Я узнал, что ты приехал. И не хотел случая отойти. Не показывался, я тоже виноват. Какая темная ночь. Какая темная ночь. 20 век сурово хмурит брови. Мы, дети века, стыд и позор, ведь никогда так много слез и крови не проливалось в мире до сих пор. Мы раскрываем окна на рассвете, и к нам заходят словно кунаки деревья, птицы, длинноногий ветер, журчащий на склонах родники, цыпочки привстали, святые облака. Заходят все. Бей в бубен рад, в колокол тревога, пылай любовь, зови на помощь боль. Галин Асья, ты заслуживаешь счастья. Чего ты хочешь? Хочу я, чтобы рана обнажилась, которая тебе нанесена. Хочу, чтобы никогда не повторилась печальная история одна. Мерзость не победит красоту, трусость не испоганит геройства и веры. Я начал рассказ этой горькой истории с конца.
Алла, милля, весь аул во главе с Лапазаном был бы пьян. Алла, милля, Алла. Ну, язык говорит о меде, а ваши полы. О, серебряная. Приснился вчера мне сон. Будто у ваших ворот рвали какие-то бумаги, трезвонили слона расседланного коня к столбу привязали. А я подошла к тебе со словами: голубушка моя ненаглядная. Сон-то в руках отлично. Новость сердцу приятная. Спасибо, Ашура. Что ты, золотко мое, усталость от века, выхватила новость, которая была заливала, миля. Я так рада, я так рада, я так рада, я так рада. Супайна тоже рада, Поздравляю тебя, отец. Придете к нам на вечер? Вечер? Какой вечер? Выпускной! Ой, как же, дорогая, вот наденем длинный хавалай, стянем по этому серебряным застежкам, Аллах придет, непременно придет. Прощай, школа, ступенчатая лестница длиною в 10 лет. Пятерки, четверки, тройки, и наши двойки. И полученный мной выговор величиной в лет. Прощай, любимая учительница. Вера Васильевна! Улетят журавли в рождение зимы, а куда улетим из аула мы? Ветром сорванный лист угодил поток, наши думы плывут, словно тот листок. Ветром сорванный лист угодил поток, наши думы плывут, словно тот листок. Турки тамаша оказывается во втором поле. Ашура, посмотри, Каманец, посмотри. Торопятся выскочить замуж, с ума посходили от книг. А выйдем замуж, там уж мужете только книг. Потерялась уздечка, которая сегодня могли бы девушек осадить назад. Поломались палки, которые могли бы удержать. Поломались. Лавовай. Да чего же они резвые, беспудержные и бесцельные? И голоса девчат, особенно эта дочь Али отец, неудержный. Гляди, танцевала, задрав платье. Девушка, которая сегодня-завтра должна выйти замуж, там поет, здесь танцует. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Помяни мое слово, Иса, наделает она шуму в ауле. Потерялась сила, девушкам ты зашивавшая. Ого-го, Иса, Волла, неплохо было бы на это дело пустить твои сапожное шило. Не надо. Нет, надо. Ну да, подумаешь, школу окончила, а я ночей не спала, все думала. Твой заяц печется от здоровья охотника, пеклась об успешной окончании дочкой Оли. Баба, хватит. Нет, не хватит. Нет, не хватит. Я, говорит, в город учиться поеду. Курица Алмаса тоже далеко ходила. На кому-то кастрюлю угодила. Да никуда она не поедет. Болтает еще понедельник, спрашивала у матери, не четверг ли сегодня? После четверга учителем ее Осман станет. Четверг? Угу. От его уроков и походка, и разговор у нее другими станут. Угу. Слава Богу,
А кому, милый, ты эти сапоги пошел, а? Жду его! Османа! Поехал свои шашлычные проверить у Большого моста. Обещал дать за работу столько денег, сколько поместится в эти сапоги по самые ушки. А вчера посмотри-ка, добротные ли они у меня вышли. Будет ли доволен Салманов Осман? Будет ли довольна Алиева Асия? Не слишком ли узким это сделал голенища Иса? Сколько пота прольет эта ответка перед тобой? Папа, не надо! Асия! Асия царствует Османов эти сапоги. Вот как сестра. Я пойду домой одна, папа. Нет, не пойдешь. Баба, очень тебя прошу, баба. Хоть на этот раз оставь в покое свои сновидения. Начни разговор с чего-нибудь другого, баба. Откуда ты знаешь, с чего надо начинать разговор? У меня зубы стерлись разговор с людьми. Осман, дорогой, тебя во сне видела я. Аллах, ты в горы ехал на резвом коне. Ашура, а я на каком коне ехал, а? Эй, ты следовал за своих двоих с ослиным седлом на спине. Дайте-ка мне воды. Дочка, ступай-на. Подай Осману воду. Ну и глазища. Знал, как смотрит. Словно сожрать хочет. Пошли! Не надо, хватит! Ахим-тохи, не в большой ли цене у тебя, дочка? Ай, пошли в школе-то! Раз тебя дома младшие дети западутся, что тебя там не посмотреть не могу. Дочь, видать, не такая тараторка, как мамаша ее. Ее доля сзади плестись, подкову собирать, да? О, красная любовь! Ай, да мной! О, черная любовь! О, ты любовь бесцветная, как дым. Красивой ты была, как снег бела. Спросил я, как зовут, в ответ О, толстая любовь! О, тонкая любовь! Какой мне за тебя отдать колым? Была как лепесток, как на заде восток. Спросил, откуда ты, в ответ Вот ты моя любовь, несчастная любовь. Ай! Еще не видел я таких дурёв. Взял за руку постой, в ответ ой-ой-ой. А посмотрел в глаза в ответ Иса! Ох, Иса! Если уж ты Иса, ну-ка покажи сапоги. Если ты скажешь, что они не по ноге тебе, вышибай мне любой глаз, руби любую руку, Да успеем. вырви любую ногу. Если ты скажешь, что эти сапоги не самые лучшие в ауле, то я
взберусь на самую высокую гору и брошу их в реку, а сам головою вниз прыгну за ними. Ну как? Ну как, а? Возьмут? Возьмут? Сейчас посмотрим. Могу поспорить, в ауле таких сапог ни у кого нет. Это же не сапоги, это музыка. Утром из дома выходишь, хырш, мырш, мырш, хырш, хырш. Вечером домой возвращаюсь. Зим, зам, зам, зим. Словно сумбур играет. Сколько девичьих сердец покорит эта музыка, сосчитать невозможно. Ола, Иска, от него никакой музыки не будет. Это почему же? Да потому что сперва обмыть надо, да? На, тащи сюда. Магаша. Давайся. Не Исаак ты, а пророк Иисус. Я знаю. Если ты не Иисус, то следует тебя таковым назначить. Ты обещал мне любую цену. А да. Чё? Мэ. Мама! Иса, ну-ка. Иска, наливай. Ему не надо. Дай. Хорошо. Ну, Иса, за твой талант зинг Сам. Беу. Ага. Дайся. О, черная любовь! О, красная любовь! Янкал не предпочесть болтовне. Дочь с мамой хороши. Но почему-то дочь по вкусу больше. О, красная любовь, о, черная любовь. Но почему ты, дочь, по вкусу больше мне? Не притворяя ничего заранее, слов несколько я должен неспроста об Асьяф вам сказать. И Османе. Родные для него тому лет 10, засватали в ауль Асьяф. Должны вы это хорошенько взвесить. В четверг уезжайте. Свадьба, говорят. Асия, здравствуй. Здравствуй, Иисус. Еще раз хочу поздравить тебя с окончанием школы. Спасибо. Какая у тебя красивая рубашка. Это подарок тете. А? Очень. Белая-белая. Чисто белая. А у меня практика закончилась. Надо вернуться в институт. Сюда иду. Девушки,
что это вы в рот воды набрали? Фари, посмотрите на нее. Посмотрите на нее. Шила в кармане не спрячешь. Девочки, в чем же дело? А знаете, я тебе просьба. Как выйдешь замуж за Османа, потребуй, чтобы сбрил усы. Уж слишком редкие они у него. В четверг, говорят, твоя свадьба. Кто это вам сказал? Кто вам сказал? Спроси лучше, кто Вауля об этом не знает. Все говорят, Шума, Узу, Айжа, Хали, Фатима, Джабара. А мне рассказал Лабазан. Сам Осман ходит по улице и говорит: девушки, готовьтесь, в четверг моя свадьба. Все это сон. Асия, как свадьбу твою пережить? В четверг обернуться об небесной, что лечь у тебя на пути горой обернуться об ответственность. Уйди. Не могу я уйти. Что делать, скажи ты мне лучше. Хоть словом одним намекни. Прикажешь, не прыгну я с круче, все воду пройду я гну. Полслова, такая ведь малость. Уйди, если есть тебе жалость. Студент! Практика, да? Бородан! Асия, выходи. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Поговорим? Говорят, ты стихи сочиняешь. Чужим невест. Это нехорошо. Это некрасиво. Не лезь в Лабазан. Много не торопись. Мага, все ништяк, все нормально, Мага, расклад. Я сам. Что это? Крутишься, как пес. У чужого порога. Все нормально, все нормально, все ништяк, все нормально, все хорошо, все. Вот так будет каждый, кто приблизится. Инны, ты зверь! Пашку под вами. Все нормально, все ништяк. Ковбой, Пошли отсюда! ты не жилец, ковбой. Все увидел? Дядя Сальберт, вы же милиционер, вы же все видели, почему вы ничего не сделали? Да тихо, тихо, не кричи, не лезь в мужские дела. Иди домой. Иди, Асия, я сам разберусь. Ну чего разбираться, чего разбираться? Между мужчинами все бывает, а? Сайте! Иду. Сайте, не дела с тобой. Да, иду. Тропинкой убрел я по склону. Валун предо мною возник. Воды захотел я студенной, но высох разник в тот же миг. Садовником был я умелым, но сжег мои розы мороз. Летел за голубкою белой, но коршун голубку унес.
счет свадебное платье. А в этой муслимат заканчивает ковер. Ты понимаешь это? Типа. Цыпайна, Ашура, я, помогите поймать этого краснобородого петуха. Идет, вырвался дьявол, ладонь калица бежал. Хача, я, помоги поймать этого краснобородого. Сейчас. Я Осман велел зарезать пару пуль петуха, а они не дают такой обнаженный глазок. Я ума не приложу. Я как не мог догадаться, где наши родичи живут, а? За что это с ней? Стесняется, наверное. А бывает, Хаджа, все нормально. Отец! Доченька! Отец! Видно, вот так же, как перед этим петухом рассыпал для приманки гость овца. Поймала Хаджа, жениха Османа для дочери своей. И какой щедрый сокол, как хотите, ворот. Хаджа, дома ли вы? Хай-хай! О, Ашура, здравствуй, Ашура. Проходи. Да пошлет Аллах всемогущий для дочери твоей счастливую свадьбу, Спасибо, Хаджа. Ашура. Пусть у них будут ссоры короткими, жизнь долгой. Спасибо, садись. Пусть они будут едины во всем, как Садись. спина животом. Спасибо, Ашура. Приснился вчера мне сон. Два ручья, что бежали с двух гор, соединились у ворот ваших, и образовалась река. Wallah билля, из чистого изумруда, с яхонтовыми берегами. Wallah билля, благополучия вам, соседка, благополучия. Вот подарок для твоей дочки. Другого подарка не нашли к нашему. Пусть всегда в этом зеркале отражается счастливое лицо твоей Асия. Спасибо, Ашура. Спасибо. Возьми, пожалуйста, возьми подарок. Пусть всегда в этом зеркале отражается ее правнуки, внуки, все родичи твои. Спасибо, Ашура. Здравствуй, Хаджа. О, Ашаратым, здравствуй. Как поживаете? Ничего. Скот. Ай, мрава. Скоро мало. Дети медиумы, что нового? Как Али? Видно, в горах дожди. Прости мою бедность, Хадижа. Вот для Асия подарок. Вот кастрюля. Хорошая кастрюля. Wallah, хорошая кастрюля. Дай Бог, чтоб огонь под ней не потухал, чтоб мясо не превратилось. И запах чесночной подливки распространялся на весь стол, на весь столик. Дай И заодно вы возьмите моего бивалевка тоже для Асия подарок. Ой, ну зачем же мне столько подарков? Мне, право, неловко даже. А когда наша корова должна отселиться? чем здесь корова? Я хочу предупредить тебя, соседка. Не гоните буйволенка мимо ворот молодчиц. Это ведьма молодчица сглазила нашу корову, и она околела. Wallah, хорошая была буйволица, wallah, билля. Мы хотели ее подарить Асия. Баба, ну мы же ее сами зарезали. Ну, зарезали. Зарезали. Молодчица была. Хаджат, Хаджат, ай-ай, ножницы, пора
Скажем и приданное. Ой, почему? А что готов? Да. Посмотреть будем? Будем посмотреть. Будем. Ну тогда проходите. Проходите. Будем посмотреть. Ты что, Супу? Что с тобой? Ты плачешь? Я люблю Османа Асия. Может, я глупая, слабая, но я не знаю, как пережить свою свадьбу. Сначала разберись в себе. Я это точно знаю, Асия. Я счастлива, когда даже издали вижу его. У меня нет никаких сил, Асия, прости меня. Сестра моя, мою слабость прости. Ой, а сколько расцветков на этом ковре, а? Ой, Волла, весь двор Османа украсит этот ковер. Хаджат, если у них родится сыновья, дай Бог, чтобы они плясали на этом ковре. Если у них родится дочь, дай Бог, чтобы они песни пели на этом ковре. Я шахату. Это же не чемодан, это арба. Вала, и ковер хороший. Таланты приданные, отменные. Особенно этот шкаф. Этот шкаф называется чипанером на всю стену. Видать, на каждой подушке не меньше, чем из 25 куров пуха пошло. Ашира, посмотри. Такую норку шубу только княгиня носит. Бабай, какой колым. Теперь всем девушкам дают такой колым. Не говори, дорогая, не говори. Дорогая. Ищи палет, одеяло. Ты все успела, Хари, купить? Хаджа. Какой колым. Ничего только нету. Ничего только нету. Швейный машинка есть? Белье стирать машинка есть? Есть. Ой, мягко крашить машинка тоже. Ой, я хочу. Ой, вот эта машинка. Вот это. Музыка играет. Компакт-диско называется. Ты все успела, Хари, купить? Волна хорошо. Волна-то хорошо. Пылесосать машинка тоже есть. Пылесос
дома закусили. Я чуть не забыла. Я же на огонь кастрюлю поставила. Забыла. Ну что же вы так заторопились, а? Уходим. Уже уходите? Ну, до свидания. До свидания. Опять, Доченька, где ты? Вчера ихние предки у моих предков слугами были, слугами. Этот Осман, Арабии большой магазин открывает, говорит. Мне солнце и луну затмели эти вчерашние нищие. Говорят, у Османа в Махачкале ресторан на перевале. А здесь, у моста шашлычный. Говорят, из Баку пригласили поворот кушать. Откуда? Из Баку. Закатала! Закатала, не хватало и только. Ты же сама отказалась от угощения. Больше всех едят те гости, которые перволомаются, говорят, что сыты. Поэтому она нас не стала уговаривать. Один раз только сказала, что я не ем. До свидания. Ой, какой калмак. Я пойду. Я пойду. Какой калмак. Я пойду. Пойду. Какой калмак. С этого часа наказывали, продолжая ходить мимо Османова дома. Я сама слышала у Радика, отец нагрузила жниху. Она еще не дала согласия. Не дала согласия. Заходит от моей кухни. Кто у меня красавица? Я вот так подену. Баба, а зачем ты детей украла? Даже весело. То, что берут без спроса, краденое, что ли, а? Не хватало. А мне и так не продохнешь в ауле. Чопорники! Я хочу учиться. Я не хочу замуж. Молчи. Слышишь? Что я тебе говорила, Хочу а? я замуж. Не хочу учиться. Не хочу. Подзашлепки! Хочу учиться. Молчи! Не с луны ты упала. Твои разговоры пусты. Или, может, вчера ты узнала о том, что засматана ты. Устала, больная. Да крика меня наводить ты не смей! Колым принесли, посмотри-ка на это богатство скорее. Вот все трещали, признайся, что ты не видала таких. Все лопнут от зависти, Ася, когда ты появишься в них. А туфельки стоили денег. Смотри, как высок каблучок. Подошва эй-ей не заденет, под ними пройдя. А селезни, как селезни пар.
богатого дара в своем ты, дочка, уме. Не ругай меня, мама. Я бы даже не поехала учиться, если бы была уверена, что я люблю его. Люблю? Любовь. Много вы болтаете об этом сегодня. Вот я выходила замуж и не знала, что есть такое слово «любовь». Дождь идет, гора. Корм для скота припасла, Хадижа? Припослали. Родинец долг прислал. Сказывал, что скоро пришлют. Слышал, бычок Аликбека сорвался со скалы. Привез, успели? Не уходи, дочь, ты нужна мне. Околел, не успели. Как учеба? Окончила, да-да. О, хорошо. Очень хорошо. Какие еще новости? Спрашивай у дочери. Хадижа, иди за приворот. Иди, иди. Садись, Катя. Правда ли, что болтают люди? Что именно, да-да? Слышал я, что ты бронила Османа. При всем народе извергом назвала. Но, сказал я, болтать вам не ново, идите вы сплетники прочь. Не может случиться такого. Цветок, а не терн, моя дочь. Правда ли я сказал, верно ли? Отвечай отцу. Хадижат! Не твори беспорядка. Касатка змея не родня. Но если отец я касатка, то жить я на воле должна. А если цветок, я то рано срывать меня людям чужим. Не то я в их доме увяну, на горе седином своим. А ты, Хадижат, помолчи! Не вечно касатки резвишь. На ножки одной не скачи. Ведь гнездышко вовремя надо. Не вечно цветет и цветок. Приходит пора листопада, всему наступает свой срок. Ну, мы с Османом не знаем друг друга. Ерунда. Он старше меня. Ерунда. Что юность? У пчелки, у старой мед слаще бывает всегда. Ну, не знаю, люблю я его или нет. Спроси, по любви разве замуж пошла твоя мать за меня? А если любовь не проснется? Пустяк, невеликий урон. Без этого легче живется, и раньше является сон. Ты лучше подумай немножко. Богатый жених не напасть. За масло цепляется ложка, чтоб в сыворотку не упасть. Поверь, мой ягненочек белый, стремительны жизни года. А если горянка созрела и замуж не вышла, беда. Я не могу. Довольно! Дошла до предела. Горянка, где совесть твоя? Сам тебя в школу отвел я. Лишь чем тебе милого лет. Хочу, чтобы учеба не пропала даром. Хочу в город учиться. Город, город. Что вы все бежите в этот город? В городе много соблазнов. А если ты вернешься оттуда, то ты будешь совсем другая от я. Я хочу, чтобы ты была рядом. Ты моя единственная дочь. Разве здесь мало работы? Разве здесь люди не находят счастья? На кутанах, на фермах должны работать молодые, а вы все бежите в этот город. Город, чтоб не вернуться. Я боюсь за тебя, Асия. Вот уж не думал, не гадал, что плюнет мне в лицо
все заботы мои, за то, что учил ее 10 лет. Тебе я обязана многим. Ты честен, справедлив. Зачем же, как камень с дороги, толкаешь меня под обрыв? Куда от насмешек я скроюсь? Река не бросается вспять. Я слово дал горцу, как горы, а слово не гвоздь, не сломать. Пойдешь за Османа и точка. Худой стерегусь я молвы, чем клятву нарушу, знай, дочка, лишился я скорее головы. Я слово своему хозяин, я двух клятву не даю. Ты понимаешь это? Я спрашиваю, ты понимаешь это? Посмей поступить по-иному, даю перед Богом зарок. Тебя прогоню я из дому, сдалою посыплю порог. Я все поняла, да. Не поймешь, убью. Слышишь? Своей рукой. Сломай будку. Вот и все. Пойду навещу могилу Хайбулы. Ужель, горянка, слез твоих горючих я обсушить сегодня не смогу. Валун беды, с какой замшелой кручи свалился, чтоб согнуть тебя в дугу. И мне печаль жестоко сердце ранит, когда под плоской крышей вижу я, как сыч голубку белую тиранит, своей семьи владыкой судья. Где вижу это? В милом Дагестане. Рыдай мой стих, восстань, душа моя! Алейкум салам, Али. Вижу, тучами хмурыми покрыта, Али. Урадника Осман избил Юсупа. Люди-свидетели. Он любезничал с твоей дочерью. Деньги швыряют налево и направо. Теленка Асхаба застрелил на потеху всем. Велосипед Гази Магомеда бросил в пропасть. Думает, за деньги все можно купить. А что? Деньги — это сила. Зачем тебе столько баранов? Коль ты ненавидишь эти проклятые деньги. Твой сын на зависть многом скоро и депутатом станет. Он далеко пойдет, далеко. Как бы не в сторону Сибири. Я тебя не пойму. Что? Ты обижаешь меня своими хабарами. Может, ты слово свое решил взять обратно? Нет. Я двух клятв не даю. Мое слово не гвоздь, не сломать. Да, слово не гвоздь, его не сломать. Ассаламу алейкум, поэт. Осман, здравствуй, здравствуй. Скоро моя свадьба, придешь? А мне не гулять на твоей свадьбе. Это почему же? А потому, Осман, что ты не любящую тебя свет насильно в жены берешь. Не любящую меня? Да. Да я вижу, поэт, ты еще не проснулся. Кто меня не полюбит, у того хлеб снегом засыплет. Да. На свой карман рассчитывай. Да, на свой карман.
Вот однажды хотели меня посадить за решетку. За одно дело. Следователь, закрыв дела, сказал: пойдешь под суд. Я сказал: нет. Почему? А я ему в ответ: пачку зеленых. Он крикнул: как ты смеешь? А я ему в ответ: еще 3 пачки. Замолчал. Застыл, как надгробный камень, а деньги положил в карман, сказал: спасибо мне. Вот так-то. Недавно встретил его в городе. Большой начальник стал. Обнял меня, братом назвал. Слушай, стихи твои. Сильная штука, оказывается. В Москве одно дело пробить надо было. Ну, даем то, что надо. Сидит вот такой вот очкарик, ну ни в какую. Вдруг спрашивает, откуда мы. Мы говорим, с Дагестана. Он сразу стал твои стихи просить. Быстро самолетом отправили нам твои стихи. С автографом. В момент уладили дело. Как этот сумасшедший держал твою книгу. Как он там с ребеночком обращался, принюхивался, чуть не сожрал юбилейные издания. Да. Друзьям рассказываю, не верят. Ой, ты тоже, оказывается, нужный человек. Гордость наша. Все-таки приходи на свадьбу. Не придешь, обижусь. Да. Жду тебя на свадьбе, поэт. Вот вам волк, обожравшийся просор. Ассаламу алейкум. Здравствуй, Али, почтенный горец. В своих решениях твердый, как кизил. Не ты ли камнем правотой поссорясь в невинную касатку угодил? А ты кто такой? Я? Я стихотворец. Я не такой обдал, чтоб сходить с ума от твоих стихов. Захочу, возьму твои стихи за хвост, покручу да выброшу. Нет, Али, ни за хвост, ни за рога ты их не возьмешь. Это ведь тебе ни бараны, ни коровы. Тогда валяй, пой сколько хочешь. Перед стихами и сильные мира сего трепетали. Не имеешь права превышать отцовской власти. Не зарекайся, Шабан. Послушай, рифмоплет, ты видишь папаху на моей голове? Она моя. Захочу, могу за пояс воткнуть. Захочу, под мышку суну. А захочу, поднимусь на высокую кручу и швырну ее в водопад. И тебя не спрошу. Дочь моя, захочу, поругаю. Захочу и забью. А надо будет, запрягу и поле спашу. И никому до этого дела нет. Могу даже с круче бросить ее в водопад. Про голову вспомнил бы лучше. А вот его дочь, Асия. Что девичье сердце? Малая птаха. Сегодня печаль эту птаху коптит. Брось в речку папаху, утонет папаха. Брось девичье сердце, вода закипит. Вот девушка горская, в день ее свадьбы подавлена горькой печалью она. Вам, люди, одно не мешало узнать бы, что в этой печали есть и ваша вина. Вера Васильевна! Вера Васильевна, моя маленькая Ася. Ничего, там пустной вечер один. Свадьбе готовится, бал стоит, ударит задорно барабан. Вылится, тонет в моей груди. Грустны твои думы, как тучи. Не плачь, Асия, ничего. И как поступить тебе лучше? У сердца спроси своего. Ты думаешь, было когда-то? Легко мне, молодые года. Мне, тихой москвичке с Арбата, отважиться ехать сюда. Не платьями, Ася, книжками набила я свой чемодан. Простилась с Москвой в одночасье, уехала в свой Дагестан. Не трусь, хоть на сердце тревожно, не трусь и душой не криви. Война без вражды невозможна. Позорна любовь без любви. Позорна любовь без любви.
Вера Васильевна, мне кажется, в болото тянут меня. Послушай, моя маленькая Ася, я вспоминаю, как ты впервые маленькой девочкой пришла в школу. Утекает детство, как вода. Утекает детство, но на свет остается песня детства. Память остается навсегда. И все это хотят отнять у меня. Хотят, чтобы я забыла все это. Асенька, милая, сними эту черную шаль. Гордо смотри, Асия, гордо смотри. Смотрите, радуга! Она всегда к добру. Да. Позор на любовь без любви. Позор на любовь без любви. Я вижу, ты поумнела. А кто это тебе траву-мураву принес, да? Это мои цветы. Пройди в дом. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, почтенные гости. Присаживайтесь. Садитесь. Присаживайтесь. Может, покушаете для начала? Прежде чем кушать, надо окончить дело. Там торопятся. Ну, зови дочь, Хадижа. Маша. По велению Всевышнего Аллаха, по начертанию его пророка и при почтенных свидетелях Чопана, Каирбека и Чаландариса, ответствую, Асет, согласна ли ты доверить судьбу свою твоему отцу Али, чтобы он выдал тебе замуж за сына Салмана, за Османа, приложив 6 туманов зеленых денег Божьему промыслу, бракосочетание твоего. А? Ну что же ты молчишь, доченька? Эй, стесняется. Почтенный гость, знатный гость. О чем разговаривать тут, почтенный гость? Я не могу. Позорно любовь без любви. Ответ мой таков. Согласен на свадьбу с Османом, я не дам. Что? Нет. Вы слышали? Видели? Слышали? Зачем моя нога переступила порог этого дома? Да что ты болтаешь? Что за мало? Вы этой горячей! Ты слышала, что язык твой онемел, опозорила, оскорбила меня, не путем это! Али! Ой, опозоренная! Это что, Хадижа? Опозорен аул! Опозорен Ада! Она не дочь мне! Кинжал! Кинжал, Хадижа! Да-да. Возьми его. Я дочь твоей власти надо мной. Прочь! Прочь наш позор! Вон со двора! Вон из аула!